Они сражались за родину. Байсултанов Алим Юсуфович, сокол Балтики. Алим Байсултанов родился в селении Яникой в 1919 году. В 1937 году окончил педагогический техникум и аэроклуб в Нальчике. В том же году был призван на службу в ВМФ. В 1939 году окончил Ейское военно-морское авиационное училище летчиков. В 1939-1940 годах принимал участие в Советско-финской войне. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт. Воевал в составе 13-го истребительного авиаполка ВВС КВФ из наградного листа. 277 раз поднимал в воздух на разгром врага свой самолет товарищ Байсултанов. И где бы он ни появлялся, то ли над Ханкой и Таллином, то ли над Ленинградом, везде фашисты чувствуют на своей спине мощь беспощадного удара отважного летчика Байсултанова. За время Великой Отечественной войны товарищ Байсултанов в 45 воздушных боях уничтожил 19 самолетов. Из них самостоятельно 4, в группе с товарищами 13 и 2 на земле при штурмовке вражеского аэродрома. 64 раза вылетал на штурмовку войск и техники противника. Влетая 27 раз на разведку, он всегда приносил ценные сведения о противнике. За личную храбрость заместителю командира эскадрильи 4-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского флота гвардии капитану Алиму Байсултанову 23 октября 1942 года было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В самые тяжелые дни 1943 года фронтовая листовка Главного политического управления военно-морских сил начиналась с таким призывом: «Товарищи летчики, будьте храбры, дерзки и изобретательны в бою, как Байсултанов». В упорной борьбе за Ленинград Алим Байсултанов бил врага, мастерски применяя военную хитрость и обходной маневр, но чаще всего свой любимый грозный лобовой удар. Отважный летчик погиб в воздушном бою при сопровождении штурмовки на остров Сиксар в Финском заливе. Алиму Байсултанову было 24 года. Вечная слава героя! Победа будет за нами!